саламатсыздарбы? Бул чет тил окуу борбору учимся русскому языку курсу. Сиздер менен мен Адышева Роза. Мен бүгүн сиздер менен зататоош темасынын акыркысы болгон зататооштордун көптүк түрүндөгү жөндөөлүшү жөнүндө сабакты өтөм. Или на русском языке это будет означать склонение имен существительных во множественном числе. Вот я написала склонение имен существительных во множественном числе. Мы все знаем, что склоняются существительные по падежам. И вот эти падежи нам всем ясны. Именительный падеж. Одушевленный отвечает на вопрос «кто?», неодушевленный «что?». Родительный падеж «кого?», «чего?», дательный падеж «кому?», «чему?», винительный падеж «кого?», «что?», творительный падеж «кем?», «чем?», и предложный падеж «о ком?», «о чем?». Биз сиздер менен зататоошто өтүп атканда айтканбыз. Зататооштун жөндөөлүшүндөгү жөндөмөдөгү суроолор менен анын жообу кыргыз тилиндеги жөндөмөлөр менен шайкеш келбейт. Ошондуктан биз убактылуу зататооштун кыргыз тилиндеги грамматикасын кичине унутуп кое турабыз. Ал эми бүгүн биз болсо орус тилинде, напта орус тилинде жөндөйбүз. Орус тилинде кандай болот экенин бүгүн мына ушул сабактан билебиз. Имена существительные во множественном числе склоняются чуть-чуть полегче, чем в единственном числе. Зататооштор көптүк түрүндө орус тилинде кичине жеңилирээк жөндөөлөт. Анткени бардык жана женский, мужской, средний род дебей бардыгы оп-окшош уламды мүчө менен аяктайт. Что это означает на русском языке? Все имена существительные во множественном числе склоняются чуть-чуть полегче, чем в единственном числе. Потому что в единственном числе склонение имеет 3 типа склонения. То есть склоняется по 3 типам, по 3 разным окончаниям. А во множественном числе эти все склонения объединяются в один тип и склоняются вот следующим образом. И именительный падеж «кто что». Во множественном числе существительный имеет окончание «ы», «и», «а», «я». Или вот здесь вот я написала «папы», мальчики, сны, дни, муравьи, паспорта, поля, школы, сестры, книги. А вот с некоторыми из них мы сейчас с вами и проведем следующее склонение. Я взяла, как всегда, наше любимое слово «мама», то есть во множественном числе «мамы», коня, кони, для кыргызов кони это очень много значит, дома, дом. И музеи, музей. В родительном падеже отвечает на вопрос «кого, чего», окончание имеет нулевое, ей, ов, ев. Вот, например, мамы, получается мам, папы, пап и так далее. Кони, коней, домов, ов, музеев. В дательном падеже эти же существительные имеют окончание ам-ям. Например, вот мамам, коням, домам, музеям. В винительном падеже чуть-чуть посложнее. Я вот здесь отделила одушевленные и неодушевленные предметы. Одушевленные предметы во множественном числе имеют форму родительного падежа, потому что они отвечают на один вопрос «кого?». А неодушевленные отвечают на вопрос «что?». Вот поэтому они склоняются как именитель, то есть в именительном падеже. Например, вот в винительном падеже «кого?», мамы, склоняется мам, как родительный падеж. Коней, коней. А вот неодушевленные, они склоняются как именительный падеж. Вот посмотрите сами. И, а, я. Или дома, музеи. Или вот здесь возьмем сон, сны, дни, муравьи, паспорта, поля, школы, книги. Они все имеют значение в именительном падеже. Творительный падеж, самый один из легких падежей, окончание имеет ами, ями. Мамами, конями, домами, сестрами, школами. И предложный падеж отвечает на вопрос «о ком, о чем?» имеет окончание «ах, я», получается «о мамах», «о конях», «о домах», независимо от одушевленности, неодушевленности предмета, имеет одинаковые окончания.
о папах, о мальчиках, о снах, о школах, о сестрах, о книгах и так далее, и так далее. Эми муну кыргызча кичине могу жерден винительный падежге токтолуп койсом, жаны бар, жандуу зат атооштор родительный падеждин формасын алат, ал эми жаны жок, жансыз затты атооштор именительный падеждин формасын алат. Анткени булар ошол суроолору менен дагы ошолорго туш келет. Кого и что. Мына ушундай өзгөчөлүктөргө зат атооштун көптүк түрүндө жөндөлгөндө ээ. Эми биз жогоруда жөнделген зат атооштордун көптүк түрүндөгү сөздөрдүн бирөөсү менен сүйлөм түзөбүз. Мы сейчас выше просклоненными именами существительными во множественном числе с одним из них составим предложение. Возьмем наше полюбившее с первых уроков словом «мама». Первое предложение. Самое дорогое у человека – это наши любимые мамы. Я сейчас сразу должна оговориться, что существительными тут вместе я беру местоимение «наши» и «любимые», потому что и местоимения, и прилагательные изменяются вместе с существительными. То есть они согласуются и в роде, и в числе, и в падеже. Значит, мамы отвечает на вопрос «кто?», окончание «ы» – это именительный падеж. Следующее предложение. Наших дорогих мам любить мало, их беречь надо. Значит, здесь слово «мам» – это нулевое окончание, как мы уже здесь выделили, отвечает на вопрос «кого?», и это родительный падеж. Следующее предложение. Самое главное, нашим любимым мамам нужно внимание детей. Значит, здесь мама, окончание «ам», отвечает на вопрос «кому?», значит, это дательный падеж. Следующее предложение. Под ногами наших любимых мам находится рай, говорится в народе. Здесь сразу вспомним, почему здесь нулевое окончание и почему взял форму родительного падежа. Потому что это слово одушевленный предмет. И отвечает на вопрос «кого?», она перекликается с вопросом в родительном падеже и поэтому имеет вот такую форму. Следующее предложение. Мы все в долгу перед нашими любимыми мамами. Значит, окончание «ами» – это творительный падеж, отвечает на вопрос «кем?» и имеет вот такую форму. И последнее предложение. При солнце тепло, а при наших любимых мамах добро. Значит, здесь слово «мамах» имеет окончание «ах» и отвечает на вопрос «о ком?», значит, это уже предложный падеж. Сразу надо обратить ваше внимание, вот смотрите, наши любимые мамы, как изменяется уже дальше, наших дорогих мам, я беру только местоимение и прилагательное в сочетании с именем существительным. Нашим любимым мамам, наших любимых мам, нашими любимыми мамами и последнее – наших любимых мамах. Ну, с этими местоимениями и с именами прилагательными мы будем говорить в свою очередь. На этом мы завершили очередной урок по имени существительным. До следующей встречи. Пока.